Всем привет! С вами специальный выпуск информационно-развлекательной передачи Та-дам! И этот выпуск посвящен месяцу факультета педагогики и психологии. А начался он с зарядки, на которой мы, кстати, были. Помогите нам встать, актеры. А мне понравился месяц педагогического факультета, так как там были интересные и веселые конкурсы. Но не только, были и познавательные мероприятия. У нас прошла конференция «За жизнь». Давайте посмотрим. А давайте. ПедФак решил начать свой месяц не только бодро, но и познавательно. 1 ноября в актовом зале первого здания состоялась конференция о репродуктивном здоровье женщины «За жизнь». На конференции обсудили такую проблему, как аборт, который несет в себе не только убийство маленькой жизни, но и серьезные проблемы со здоровьем женщины. С помощью сценок, песен, стихов студентки постарались убедить не совершать таких ошибок. Многие гости вечера пускали слезы в самые трогательные моменты мероприятия. Также конференцию посетили выдающиеся врачи, гинекологи, психологи города. Они рассказали о проблеме абортов. Примечательно, что встречу посетили и парни, ведь часто именно они заставляют девушек сделать аборт и убить их совместного ребенка. Давайте не будем совершать такие ошибки, ведь это цветы жизни, и таких цветов должно быть много. Я вот решила стать Дед Морозом и не знаю, с чего начать. Хочешь надеть костюм? Ну, я уже начала шить и собирать его. Сама шить начала? Да. Ничего себе. А какую программу будем делать? Вот думаю над сценарием. Поиграть, попеть, еще что не знаю даже. А знаешь, можно подсмотреть у педагогического факультета. Они готовили как раз день рождения Деда Мороза. Да, а вот я там не была. Давай посмотрим. Давай. А сейчас смотрим. Елочка, елочка зимой. И елочку взяли мы домой. В рамках месяца факультета состоялось празднование Дня рождения Деда Мороза. В конкурсе приняли участие 4 факультетские команды. Для участников были приготовлены всевозможные задания, которые им предстояло выполнять на станциях, расположенных по всему первому зданию института. Они рисовали портрет Деда Мороза, сочиняли про него рэп, загадывали свои заветные желания, удивляли организаторов, создавали маскарадные костюмы из подручных материалов. В итоге с небольшим отрывом победила команда факультета педагогики и психологии. Остальные команды заняли 2 место с одинаковыми баллами. В завершение праздника Дня рождения Деда Мороза участники водили хоровод с виновником торжества. В рамках недели памяти о жертвах дорожно-транспортных происшествий в актовом зале первого здания прошли игры дебатов на эту тему. С приглашенными гостями высокопоставленных лиц из ГИБДД города Набережные Челны и присутствии нашего любимого ректора. Ежегодно в 3 воскресенье ноября, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 26 октября 2005 года отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1 миллион 200 тысяч человек по всему миру. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различные роды травмы. В рамках месяца факультета был подготовлен стенд с информацией для студентов, а также проведены дебаты с приглашением высокопоставленного гостя из ГИБДД Набережных Челнов. Что делаешь? Ничего, стою, читаю анекдоты. Ни одной смешной шутки нету. Видимо, ты не была на КВН, организован педфаком 22 ноября. Ну, значит, посмотрим? Да. 22 ноября в актовом зале первого здания прошла межфакультетская игра КВН в рамках месяца педагогического факультета. В юмористическую битву вступили команды из каждого факультета. Сборная команда филологического факультета «Панобрали», сборная команда факультета педагогики и информатики «Казино Паяльник», сборная команда художественно-графического факультета «Что, где, когда», сборная команда факультета педагогики и психологии «Перваки», сборная команда историко-географического факультета ИГФ. Темой всей игры было студенчество. Командам предстояло сыграть в 3 конкурса: приветствие, разминка, STEM с преподавателем. Все участники справились с конкурсами на ура.
Очень часто зал не просто смеялся, а просто взрывался овациями. Каждая команда полностью выложилась на своих выступлениях. В результате суммарных оценок за каждый конкурс места распределились следующим образом. 3-е место заняла сборная команда филологического факультета по набране. 2-е место заняла сборная команда факультета математики и информатики Казино-Паяльник. И 1-е место заняла сборная команда факультета педагогики и психологии Перваки. Поздравляем победителей! Это вот моя мама готовит пирожки. Какая красивая. Точно, недавно же прошел День матери. Да. А что ты своей подарил? Я свою маму пригласил на спектакль. О, здорово. А вот ты знаешь, Петфак в этот день организовал целый концерт в честь праздника. Правда? Да. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Прошла литературная встреча в честь Дня матери. В теплой атмосфере студенты читали стихи, пели песни, показывали сценки и демонстрировали видеоролики об одном единственном человеке – маме. Мама – самый важный для нас человек, и мы должны помнить об этом каждую секунду, каждой минуты, каждого часа, каждого дня. Газеля, ты давно читала сказки? Да, давненько. А помнишь, сказка такая была «Али-Баба и 40 разбойников»? Да, что-то такое припоминаешь. А знаешь, педагогический факультет, в общем, сделали свою экранизацию этой сказки и показали на сцене нашего института. Хочешь посмотреть? Круто. Смотрим? Завершением месяца стал красочно-восточный концерт «Али-Баба и 40 разбойниц», который прошел 6 декабря в актовом зале первого здания. Программист Али из-за ошибки компьютера попадает в прошлое на просторы восточной страны, которая была развернута на сцене. На территории этой страны расположились огромная пустыня, дворец султана, хижина волшебницы-прорицательницы и огромная пещера разбойниц. Али встречается со множеством интересных персонажей, которые помогают ему вернуться обратно в будущее. Во время концерта также были творческие номера, вокал, хореография. А изюминкой концерта стал необыкновенный 3D-формат, которым каждый зритель мог насладиться благодаря специальным 3D-очкам. Вот наш выпуск и подошел к концу. И мы с вами прощаемся. Готовьтесь к сессии и не унывайте. Не болейте и лепите снежных баб. До новых встреч! Пока-пока! Carlos Music.